С середины осени, с наступлением холодов и сезонов дождей, всем нам, кроме теплой одежды, зонтов и крепкой обуви, нужна другая, не менее важная защита от микроорганизмов, которые нас атакуют в начале осени и до глубокой весны. Самое время принять меры. Гриппол Плюс – вакцина для профилактики гриппа. Вакцина формирует высокий специфический иммунитет против гриппа и хорошо переносится детьми и взрослыми, утверждают специалисты. В этом году по всей республике более 10 тысяч детей пройдут сезонную вакцинацию. Мы получили от Минздрава вакцину. Это российская вакцина Гриппол Плюс. Вот я хочу вам показать ее. Мы уже несколько лет пользуемся этой вакциной. Апробированная, хорошо переносится, современная вакцина. Видите, разовый шприц и разовая доза на каждого индивидуально. Дети с 5-месячного возраста, подростки и взрослые – это та категория населения республики, которая должна пройти вакцинацию. Все это делается для того, чтобы избежать эпидемии гриппа. Что касается самой вакцины, то каждый год ее антигенный состав меняется в зависимости от эпидемической ситуации. В состав вакцины, полученной в этом году, входит антиген вируса гриппа А и вируса Б, а также полиоксидоний. Что касается состава этой противогриппозной вакцины, то каждый год она делается с учетом штамма вируса на данный эпидемический сезон. Желательно сделать вакцину, конечно, до наступления эпидемии гриппа. Обычно через 10-12 дней наступает вакцинальный иммунитет, и он длится в течение года. Прививка от гриппа – это средство, которое помогает запустить собственные защитные силы организма, помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая его к встрече с вирусом. Особенно эта вакцина показана тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Это дети, больные хроническими заболеваниями, часто длительно болеющие, больные бронхиальной астмой, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями нервной системы, хроническими заболеваниями почек. Вот эти дети, особенно, они показаны к вакцинации против вируса гриппа. Данная вакцина, по словам специалистов, не защищает от всех видов простудных заболеваний. Однако, если человек после прививки все же заболел, то болезнь протекает легче. Вакцина, в принципе, хорошо переносится. Об этом показал наш многолетний опыт. То, что касается противопоказания, то, что вот особо волнует родителей, это, конечно, острые лихорадочные заболевания. То есть на момент вакцинации ребенок должен быть здоров. Конечно, он осматривается доктором перед вакцинацией, измеряется температура. Если он здоров, то, значит, подлежит вакцинации. Согласно официальной статистике, люди не всегда охотно соглашаются на прививки. По словам специалистов, есть определенный процент скептиков, которые считают, что вакцины не помогают. Конечно, родители у нас, часть родителей, скажем так, скептически относятся к вакцинации, но, к счастью, их мало. В основном большая часть понимает необходимость вакцинации. У нас звонки поступают, уже звонят, спрашивают, когда начинается эта вакцинальная сессия. Включение в препараты иммуномодулятора полиоксидония обеспечивает увеличение иммуногенности и стабильности антигенов, позволяет повысить иммунологическую память, существенно снизить прививочную дозу антигенов, повысить устойчивость организма к другим инфекциям за счет коррекции иммунного статуса. Вакцинация начнется в ближайшее время и продлится около месяца. Рената Шакай, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.